В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сезон осенней охоты. Мы сегодня будем говорить о браконьерстве, о том, какую ответственность несут недобросовестные охотники и что необходимо знать, чтобы не пополнить их число. Гость студии – прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры республики Александра Шибина. Александра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас Якутия – охотничий регион, и проблема браконьерства, насколько она актуальна по сравнению с другими регионами? Хотелось бы в первую очередь сказать, что в России ежегодно добывается около 30 тысяч косуль двух видов, европейская и сибирская. При этом, например, если сравнивать европейские страны, там Швеция, Франция, Германия, там добывается до 1,5 миллиона голов. Да? Если сопоставлять с нашей территорией, то, конечно же, следует вывод, что у нас значительное снижение особей диких животных. При этом, например, вот в Швеции ежегодно отстреливают до 100 тысяч голов лосей. При этом, например, в Финляндии 65 тысяч, а у нас в Российской Федерации на таких гигантских территориях от Калининграда до Камчатки всего отстреливают примерно около 20 тысяч голов сахатых. Все это свидетельствует о том, что у нас чрезвычайно актуальна проблема браконьерства, что негативно сказывается на воспроизводстве и существенно снижаются количественные показатели копытных в Российской Федерации, и в том числе вот у нас в Якутии. Хотелось бы также отметить, что официально угодья Российской Федерации охраняются от браконьеров 4200 инспекторами охотхозяйства. При этом в среднем на одного инспектора приходится свыше 500 гектар угодий. Ну, а у нас в Якутии примерно 38 инспекторов на 3 миллиона квадратных километров. Это примерно 800 тысяч гектар на одного инспектора, что абсолютно такие неохватываемые территории, соответственно, браконьерство у нас процветает, можно так сказать. А вот насколько много выявляется фактов браконьерства в республике? Ну, к примеру, за 9 месяцев 2019 года контрольно-надзорными правоохранительными органами выявлено в республике свыше 2800 нарушений в сфере незаконной охоты и рыбалки. При этом к административной ответственности привлечено 2300 лиц, возбуждено и расследуется 31 уголовное дело по статьям 256 и 258 Уголовного кодекса, то есть за незаконную охоту и за незаконное рыболовство, что примерно соответствует аналогичным показателям прошлого года. Ну, Александра Валерьевна, вы наверняка выясняете, в чем причины браконьерства. В чем они заключаются? Ну, основная причина заключается в том, что на сегодня достаточно сложный механизм получения законных разрешений на добычу объектов животного мира. Достаточно сложная, непрозрачная система, поэтому вот на сегодняшний день Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики разработан проект закона о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, который предусматривает более справедливые и прозрачные механизмы, чтобы при распределении вот этих квот на лимитируемые объекты животных, то есть люди могли бы видеть, как распределяется, то есть более прозрачно. Да, более прозрачно. И также Министерство экологии республики призывает к стимулированию охотников на мероприятия в области воспроизводства и сохранения объектов животного мира. А вот распространены ли в республике факты браконьерства именно на водных объектах? Да, вот за истекший период 2019 года органами рыбоохраны изъято
свыше 28 тонн водных биологических ресурсов, которые были незаконно добыты на водных объектах республики. При этом свыше 500 лиц привлечены к административной ответственности. Ежегодно в пределах 20 лиц привлекается к уголовной ответственности. Взыскивается в пользу государства ущерб экологически причиненный незаконными действиями браконьеров. Примерно он составляет ежегодно до 2 миллионов рублей. Вот в этом году изъято более 500 орудий лова водных биологических ресурсов, и арест наложен на 15 единиц транспортных средств. Так, например, вот за один рейд в октябре на реке Колыма в Верхнеколымском районе сотрудниками Росрыболовства было установлено 7 граждан, которые незаконно осуществляли рыбалку. При этом изъята 41 сеть, которой можно было перекрыть полностью реку в несколько раз по периметру. При этом рыбалка осуществлялась в период нереста, то есть в незаконный период. В результате только одного рейда было возбуждено 7 административных производств и одно уголовное дело в отношении 4 лиц. Это такое масштабное браконьерство, да? А вот есть ли какие-то данные, в каких районах больше всего этим грешат? Ну, конечно, это северный район республики, Колымская группа районов. А если говорить о правовых актах, вот какими регулируются вопросы рыболовства? Ну, прежде всего, следует сказать о самом главном у нас источнике нормативно-правового регулирования – это Конституция, где у нас четко закреплено, что право граждан на пользование объектами животного мира должно осуществляться без нанесения ущерба экологическому окружающему миру и также правам и интересам других лиц и также государству. Кроме этого, у нас действует федеральный закон номер 166 о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов от 2004 года, которыми определены основные требования к осуществлению рыбалки. А также для Якутии у нас действуют специальные правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые определяют ограничения, запреты. А вот какие основные запреты и ограничения установлены? Но если говорить об ограничениях и запретах, то следует отметить, что они касаются нескольких позиций. Прежде всего, это временные периоды, когда идет нерест рыб, то есть установлены четкие какие-то запреты. Например, в период нереста запрещается рыбалка с определенными орудиями лова. Также есть ограничения по территориям, например, на особо охраняемых природных территориях с использованием определенных орудий лова, например, сетных орудий, либо бредня. Также касается с использованием маломерных судов и с запрещенными видами, например, ловли, когда используются какие-то взрывчатые вещества, электроудочки, такие незаконные способы. А вот рыбалка во время запрета, она вообще в принципе запрещена или все-таки можно? Можно рыбачить с берега удочкой, либо спиннингом, либо донкой. Но при этом есть ограничения на количество используемых крючков. Это должно быть не более 2 штуки, и количество жерлиц на одного рыбака не должно превышать 5 штук. А вот какую ответственность можно понести за нарушение правил? Существует 3 вида ответственности. Это административная, самая распространенная, уголовная за наиболее серьезные преступления и гражданско-правовая ответственность. Если говорить об административной ответственности, наиболее распространенный состав, который используется органами рыбоохраны, это статья 8.37 Кодекса об административных правонарушениях, это нарушение правил рыболовства. Также применяется мера административного принуждения по фактам рыбной ловли без разрешения, так называемой лицензии, и в отношении объектов водных биологических ресурсов, которые занесены в Красную книгу.
Вот за эти виды нарушений, если ущерб незначительный, то есть малое количество особей было добыто в результате незаконной рыбалки, применяется административная ответственность, которая составляет в среднем до 5000 рублей. Более серьезная – это уголовная ответственность. Это статьи 256 и 258 Уголовного кодекса, которые наступают в результате осуществления рыбной ловли в запрещенный период, в результате использования незаконных орудий лова, в нарушении запретных территорий, например, как я сказала, на территории особо охраняемых природных заповедников. Также, например, в местах нереста. Александра Валерьевна, вот на ваш взгляд, как можно улучшить ситуацию с браконьерством в республике? Необходимо усилить контрольно-надзорные полномочия органов рыбоохраны, усовершенствовать законодательство, то есть некоторые пробелы устранить и ликвидировать, чтобы не было коллизионных норм. У нас сейчас достаточно сложный механизм привлечения к ответственности и изъятия орудий лова. Также проблемы возникают при наложение арестов на транспортные средства, да, то есть если посередине реки изъять у рыбака рыбу, то есть лодку, как он будет добираться до берега, ну, то есть тоже какие-то, да, которые достаточно сложные, проблемные, возникают в практической деятельности, но при этом они не регулируются действующим законодательством. И вот еще хотелось бы отметить, что предусмотрена законодательством гражданско-правовая ответственность, то есть если рыбак нарушил закон и выловил рыбу в нарушении действующего законодательства, ему будет грозить помимо административной, уголовной, но еще гражданско-правовая ответственность. То есть ущерб, который он причинил экологии, им в обязательном порядке должен будет быть возмещен. И вот такие меры сейчас очень активно применяются контрольно-надзорными органами и ежегодно взыскивается в порядка 2 миллионов в бюджет. А вот размер наказания от чего зависит? Размер штрафа, например, зависит от ущерба, причиненного объектам водных биологических ресурсов. То есть проводится экспертиза, и если, например, ущерб превышает 40 тысяч рублей, то будет уголовная ответственность. Если, например, 100 тысяч рублей, это уже крупный ущерб, тоже уголовная ответственность, но уже другая отягощенная часть. Если, например, ущерб до 40 тысяч, то административная ответственность. Александра Валерьевна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». В гостях у нас была прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры республики Александра Шибина. Оставайтесь с нами.